В ГУПе Орджоникидзе кипит работа уже второй день. Началась жатва озимых культур – ячменя и овса. Это период кульминация многочисленного труда аграриев, когда поля, наполненные золотым зерном, отдают свои щедрые плоды. Несмотря на то, что дожди, затянувшиеся на некоторое время в регионе, могли вызвать опасения, именно они, по словам аграриев, сыграли на пользу культурам, обеспечив хороший урожай. Влага, накопившаяся в почве, подпитала колосья, способствовала наливу зерна, сделав его более полновесным и качественным. У нас посажено 360 гектаров ячменя и 120 гектаров овес. Выход средний, не высокий и не низкий, но средний выход. Так, идет работа нормально, идет без всякого затруднения, идет работа нормально. В самом сердце этого Золотого моря трудится один из комбайнеров Гелани Зарецкий, человек, чье мастерство и опыт определяют успех жатвы. Его рабочее место – это не просто кабина комбайна, это целый командный пункт, откуда он видит всю картину поля, оценивает спелость зерна, контролирует работу жатки и молотильного аппарата. Все работы, несмотря на статус, все работы тяжелые. Но все равно нам вышестоящие условия создают с кондиционером трактора. Не так страшно, как раньше было. Комбайне запчастей хватает, работы хватает, поля хорошие, ровные. Комбайнер – мастер своего дела. Гелани делится, что чувствует машину, предугадывает ее поведение и знает, как оптимизировать процесс уборки, чтобы собрать максимум урожая с минимальными потерями. Несколько часов под жаркими лучами солнца. День за днем он проводит в кабине, вдыхая аромат свежескошенного зерна. Его труд нелегок, но он выполняет его с полной отдачей, осознавая всю ответственность за сбор урожая, который кормит многих. С часиков 6 или 5 начинаем, рано утром начинаем, и мы где-то, естественно, обед, после этого где-то до 9, до 10 работаем, сколько возможно работаем, потому что немножко мы опоздали, где-то на недельку мы опоздали в связи с тем, что вот, это яровые продукция, она сам по себе поздно уходит, и поэтому с озимым ее сравнить нельзя, ее надо чуть-чуть попозже. Поэтому мы так где-то недельки отдохнули, поэтому мы прижались. Но мы закончим, мы спокойно, у нас время есть, спокойно закончим мы. Работы ведутся согласно графику. Здесь планируют завершить основную часть уборки в течение 10 дней при благоприятных погодных условиях. Это говорит о высокой организации процесса, о слаженной работе коллектива ГУП Орджоникидзе, где каждый понимает важность своего труда. Тем более, если учесть тот факт, что урожай в прошлом году, мягко говоря, не порадовал. А в прошлом году засуха была, вообще не было дождя в прошлом году. И поэтому мы вообще, можно сказать, не собрали урожая. Сколько в прошлом году собрали? Да, сказать, там даже 20 центов не было гектара. Успешная жатва – это не только показатель эффективной работы предприятия, но и вклад в общую продовольственную безопасность региона и страны. Собранное зерно станет основой для производства хлеба, муки и кормов для животных, обеспечивая продовольственную стабильность. Мадина Цоро, Мухаммад Индиев, Магаз 24.